В Медининкай живут замечательные люди. Будут разные ансамбли, и очень гордимся и радуемся, что будет петь для нас Катажина. Могу сказать еще юмор наконец. Да. Давайте. Итак, дамы и господа, мы продолжаем наш эфир, и с такой новостью, с благой вестью. Значит, С праздников. С праздников, да. 12 числа, 12 июля Медининкай отмечает большой праздник. Отмечает 540-летие со дня получения Магдебургского права, значит, городом. Да. Он стал городом в 540 лет назад. Да. Значит, он начнется с благодарственной мессы, затем гостей ждут рыцарские бои, концерты, историческая выставка, развлечения для детей и для всей семьи. Подробности об вот этом красивом юбилее. К нам пришли в гости, значит, отец Юзеф, здравствуйте. Здравствуйте. И вице-мэр Вильнюсского района Эдита Тимощуня, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, очень рады, что вы пришли, рады, что вы согласились к нам прийти и рассказать об этом. Значит, Медининкай – это вот самая-самая-самая граница, правильно я так понимаю? И там большой красивый замок. Я ни разу не был, честно. Каюсь. Планирую в это воскресенье. Каюсь, и сейчас на вице-мэра, положа руку на сердце, поклонился Гинтерес. Нет, обещаю, постараюсь в это воскресенье побывать. Чем хорош Медининкай? Расскажите вот нашим радиослушателям, кто, например, из других районов, в другой стране, Клайпеды, чем он так хорош? Так, может, я начну? Да. Уже Медининкай, как и вы сказали, были известны в 15 веке. Это очень имеет большое историческое значение. Но сегодня, конечно, мы хотим вот этим праздником вместе с общественным местным показать Медининкай, какие они сегодня. И вот этим праздником хотим привлечь чем больше людей, чтобы приехали. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Да, могу только добавить до этого то, что, можно сказать, самое главное в любом месте – это люди. В Медининкай живут замечательные люди, которые знают свое достоинство, которые чувствуют себе достойно, потому что, слушай, кажа, наши называются медники королевские, добавляют это слово королевские, потому что отличается от другого. Уже як в само название несет задачу для людей, что ты, можно сказать, должен быть гордый, Держать имя свое имя и знать, что когда немножко по истории походить, очень много других интересных фактов происходит. А как раз в это время, в 1486 году, когда Магдебургию получил медники, было в самых медниках 31 карчмов разных. И мед питный, и водка была, и пиво. Ну, извините, что я... Нет, все понятно. Много помещений для разных событий. И в таких медниках люди есть списки, уже есть конкретные списки жихаров, людей, которые там находятся, даже фамилии, которые, один пример, Щирович, которые уже в 1620 году были, и тоже карчму имели, другие, которые занимались. И то, что для нас важно, что под Грунвальдом, в битве Грунвальдской в 1410 году была хоругвия Медницкая, которая тоже будет реконструирована, и она будет представлена, что наши люди, наши предки, они под Грунвальдом стояли, обороняли с великим князем Витовтом, с королем Ягяуо, стояли против, защищали свою родину, свою страну. И это тоже, где оно перешло на нас,
на это, что тут так есть. Что еще важно, так как первое упоминание, завжди можно тоже подчеркнуть, сохранились от крестоносцев записи, хроники, где уже в 1385 году с-под Медининкай крестоносцы отступили, потому что уже была твердza, уже был оборонный замок, который защищался, который вставал. Ты ж надо понять, что замок на тот час это важный элемент был защиты, что замка не добудешь, территория не твоя. Замок считался, не важно, что ты там по полях походишь, побегаешь, это скажешь, ты замок возьми. И перед Вильнюсом Медининкай это была оборона. Это означало, что как на Вильнюс поисти, надо Медининкай было взять. Надо было подойти сюда. Скажите, до сих пор получается, что защитники в Медининкай, защитники Вильнюса живут? Защитники Вильнюса живут точно, потому что теперь оно уже так соединилось, что уже не надо долго полчасика и в центре Вильнюса с Медининкай. Приехать это все. И что еще важно? По величине замок Медининский, он является самый большой на Литве. Вот. По величине. И потом, что он сохранился. Он сохранился, это что осталось, это часть реконструкции произошла, а в основном это старинный. С усім уважением до Тракайского замка, но его установили. Да. А Медницкого нет. Он часть установили, а наибольше сохранилось за этой старины. И тому медники являются важным элементом. Потом гора. Самая большая гора у нас недалеко есть, находится чи Езопина, чи высшая гора, которую называю, сначала через веки была Езопина, самая важная, но ali потом в космос полетели и увидели, да, Всё, не, мы не должны хапая пара сантиметров. Мы с тобой должны вообще теперь прославить. Тракай, подвинься! Да, само Прославлять с тобой Но это, Медининкайский понимаешь, замок. ну и костел самый старинный. Да, что еще важно, через год Так. будем праздновать юбилей 640 лет основания парафии, прихода Медницкого. Это самые старинные приходы, так как и Майшагова, и Медники, это одни из старших на Литве. Они после крещения Литвы стали приходскими костелами. Хоть наш костел уже 6-й, в очереди, как от початку, ну, как приход, а приход это люди, являются первыми на Литве. Вот это потрясающе. Да. Немножко исторической справки. Ну и здорово! Я вот уже хочу ехать Да? сегодня. Надо еще пару дней, неплохо. конечно, подождать, но вот сегодня. Так, какие еще, что еще будет? Что еще будет на мероприятии? Рыцарский турнир, да, то есть организовывается. Что еще это будет? Да, и будут разные ансамбли, и очень гордимся и радуемся, что будет петь для нас Катажина Звонкуве, который дом родительский в Медининкай, то есть она оттуда. Она оттуда, и очень она этим гордится и прославляет тем, и Медининкай тоже выступит ее муж Звонкус и Стану, Монтвидас, Бляк Бицепс, тоже наши районные ансамбли, которые есть в наших центрах культуры. Также много будет разных мероприятий для детей. Еще что важно сказать, что в воскресенье будет работать замок. Так можно будет навестить с детьми, семьями, то те, которые люди не были ни разу в Медининкай или на замку. Будут ждать гиды, каждый может будет посмотреть выставки и познакомиться с историей Медининкай. Ну, потрясающе. Класс. Так что мы всех Знаете, зовем. как добавить еще?
про Катажину з Ванкувере з 18 века. Да, конечно. Семья Немычка уже жила в Подваранцах, уже есть справки. Антоний Немычка уже был, там 1700, мне кажется, 68 год, уже была свадьба его, которые уже при этом связаны. А значит, корни, они это говорят... Нет, я понимаю. Отец Юсуф, вы каждого прихожанина знаете историю вот так вот. Вы знаете, когда имеешь метрические книги Да. с 1652 года начинающие, Так у вас хобби просто такое, да? Можно узнать. Ага, этих знаю. Все понятно. И я еще хочу сказать, и очень благодарна для местной общины, потому что они являются инициатором этого большого праздника, и чтобы Медининкай показать не только для жителей нашего района, но для Литвы и для, наверное, всей Европы. И они очень к этому подошли так активно, очень все дружно, да, как сплоченно работают над программой, над праздником, что каждый, кто приедет на этот праздник, чувствовал себя очень хорошо. И, конечно, это смотря в будущее, мы как самоуправление смотрим, что это очень такой привлекательный пункт туристический. И совместно, работая с замком в Медининкай, мы хотим такую, такой пункт еще... помогите туристический сделать, чтобы он был так само в экскурсии для гидов ввести. Для нас еще важно один человек, который оттуда, Лукашевич Юзеф. Это известный геолог. Он, как вам сказать, был самым головой заговора на цара. И с того момента первый раз Пилсудский попал в тюрьму, потому что там немножко помог. Он имел смертную казнь, поменяли на пожизненно в Шлиссельбургской крепости. Он там просидел 17 лет. Можно представить себе, когда идешь в студию к вам, это как без солнца, коридоры. Так это вот, Гитлер здесь 19 сидит. Это вы уже должны немножко выпустить. И потом он был самым лучшим учеником Ломоносова. Потом поехал по Европе, по Азии. На французском, на русском языке есть его все доклады. И он считается как отцом геологии. Он на Росу находится его нагробок. Он это поем так самой памятки разные остались. И для нас это тоже это важный человек. У нас так само родился и был хрещеный Медардас Чобот, сигнатаріуш неподлеглости Литвы, так само это тоже это важно. Знаете, так как покопаешься, то эти люди имеют свою историю. Да. И до каждого где возьмешься. И когда эта инициатива народилась, отклик был. Отклик зараз. Тут и бендромини, потому что все в своем находится. Староста, люди, которые родные, которые связаны с медниками, сразу почувствовали, что мы не были кто. А я, говорится, сам себе не похвалишь. Никто не похвалит. Да, Все так именно и так. есть, так и есть. Здорово, слушайте, вот получается, мы являемся на старте того, что Медининкай станет классной туристической точкой, помимо того, что простого туризма, но и паломничества в том числе получается. Поэтому, дорогие друзья, всех вас призываем 12 июля начать вместе с нами этот маршрут туристический в Медининкай. В это воскресенье приходите все, весь день, я так понимаю, с утра до вечера будут какие-то... Помимо, конечно, концерта вечернего, но будут всевозможные развлечения для всей семьи, от мала до велика. Каждый найдет что-нибудь,
для себя, для... Да. И еда, я так понимаю, тоже там же... Думаю, что будет. Конечно. Поэтому без в сомнений. 12... Посмотрите на нас, мы не выглядим... Эдита великолепно выглядит. Она немножко, значит, всегда не хапаем. Да. Найдется уже раньше кто-то. Ну да. Съел, кажется. Да. Так, поэтому в 12 начинаем с мессы и далее праздновать, Да. правильно? Да, правильно. приходите все, всех ждем в Бедененькай в это воскресенье. Могу сказать еще юмор наконец. Да. Давайте. Вы знаете, хорошая женщина сумела убедить своего мужа, что головой семьи является тот человек, который жене дает все деньги. Поэтому все хорошие жены, все хорошие мужья в это воскресенье дают своим женам отдохнуть в Да. Медененькай. И становится головой семьи. Вот, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо.